Я Пименов Александр Юрьевич, заслуженный учитель Российской Федерации. В настоящее время являюсь исполнительным директором Ассоциации школьного кластера по содействию развитию инженерного образования среди молодежи и опережающей подготовки технологических лидеров. Эта ассоциация создана, по инициативе одного из ведущих вузов страны МФТИ. И она призвана содействовать регионам в развитии инженерно-технологического образования, продвигать те программы инженерного образования, которые успешно уже себя зарекомендовали и разработаны МФТИ и физтехлицеем имени Капица, одним из ведущих лицеев страны. Сам я более 20 лет был директором школы. Я кандидат исторических наук и часто удивляется тому, как кандидат исторических наук продвигает инженерно-технологическое образование. Но история такова, что последней моей школой директорства была школа в городе Черноголовке. Черноголовку мы обычно знаем по напиткам. Мало кто знает, что это Наукоград. И что в Черноголовке в свое время работало 4 нобелевских лауреата. И там, как директор школы, я проникся идеей этого, естественно, научного инженерно-технологического образования. И по окончании своей директорской деятельности я некоторое время работал в Роснано, возглавлял проект Стэмфорд. Значит, этот проект был посвящен развитию STEM-образования. Такой STEM-образование – это междисциплинарный проект. Я так на бытовом уровне говорю, в каком проекте сложно разобраться, где химия, где физика, где биология. Настолько это там все взаимосвязано. И в STEM-образовании как раз подчеркивается междисциплинарность и проектный подход. Но уже 2 года я продвигаю инженерно-технологическое образование через ту ассоциацию, которую возглавляю, и через фонд развития физтех-школ. Из чего я исхожу, если такая моя личная некоторая такая миссия, малоизвестны такие факты для широкой общественности. Мы проводим множество солидных мероприятий, посвященных инженерно-технологическому образованию. Проводим форумы, конференции, масса конкурсов у нас проходит в зачете федеральных проектов, не в зачете федеральных проектов. Но исследования показывают, что техническим творчеством, научно-техническим творчеством у нас занимается примерно всего 7% детей. Представьте себе, перед страной стоит крутой вызов. Страна поставила перед собой крутые задачи, а реально детей всего 7%. И отсюда исходит та задача, миссия, даже не миссия, которую я ставлю перед собой, исправить эту ситуацию, потому что у ассоциации есть очень хорошие ресурсы для этого. И здесь вопрос, сегодня даже у меня такой разговор был, вы нам поможете развивать образование, это технологическое образование, да? Я даже со слова содействовать, потому что несколько факторов сходит с того, успешно или неуспешно будет развивать инженерно-технологическое образование. И мой фактор, он не определяющий. Я могу предложить свои ресурсы ассоциации. Они в чем состоят? То, что в ассоциацию входят бизнес-партнеры, разработчики учебного оборудования, учебных программ. Самого современного оборудования. Таким образом, ассоциация может отрабатывать главный сюжет STEM-образования. Школа сама развивать технологическое образование ей самой сложно, но не может учитель стать в роли инженера. А ассоциация может привлекать инженеров к развитию технологического образования. То есть у нас есть много уже примеров, когда предприятия помогают школам развивать те или иные образовательные проекты. Это такая некоторая миссия, ту, которую несу я перед собой, которую несет перед собой моя ассоциация. Она уникальна, потому что есть ассоциации, которые объединяют учителей технологии, учителей химии, физики. Есть ассоциация руководителей образовательных организаций. Наша ассоциация уникальна в том, что в нее входят представители бизнеса, представители фондов,
представители общественных организаций, как то Ассоциация участников технологических кружков, это НТО организация, как то входит к нам Ассоциация общественного движения исследователей. К нам входят и представители школ различных, центров дополнительного образования. Вот такой многопрофильной организации, я другой не знаю, кроме нашей. И в этом случае, вот как раз если это мы и уникальность, в этом наш ресурс прежде всего, конечно, для школ. Для школ, для системы образования. И впервые я побывал в Якутии, уже являясь председателем, исполнительным директором ассоциации, в 2022 году побывал. И как раз вот это наша была некоторая миссия, поиск тех партнеров, которые заинтересованы в развитии технологического образования. И именно тогда я почувствовал, что в Якутии интерес есть неформальный к этой проблеме. И после того нашего визита наши связи ни в коем случае они не ослабевали, они постоянно у нас поддерживались. Якутия является активным пользователем портфеля МФТИ, Физтеха, назовем не только МФТИ, а системы Физтеха. И учителя проходят различные курсы подготовки, дети занимаются в наших программах различных. И вот в этот визит мы пытаемся организовать 2 крупных события совместных. Это форум, посвященный соединению бизнеса, науки и образования, который мы планируем в феврале провести для Южной Якутии в Нерюнгри. И вот эта фишечка нашей ассоциации, когда мы на одной площадке соединяем власть, бизнес, науку и образование в открытом разговоре, люди беседуют между собой, и иной раз бывают такие открытия происходят неожиданные. И казалось бы, те проблемы, которые их, может быть, чувствовали, но не обозначали словами. Они обозначаются, и потом, оказывается, можно их решать совместно. И второй сюжет, это мы обсуждаем проведение крупного форума, может быть, даже международного уровня, 5-6 июля непосредственно в самом Якутске. Вот ради этих 2 событий, но это задача. А все-таки миссия, еще раз сказал, это совместно развивать технологическое образование. Потому что в Якутии играет и второй фактор. Здесь есть заинтересованные люди. Я могу приехать в тот регион, они меня могут пригласить ради проформы какой-то. И отсюда ничего не рождается. Это улица двухстороннего движения, которая позволит развивать технологическое образование. И, безусловно, меня тянет в Якутию еще. Но, в конце концов, я родился когда-то в Сибири и чувствую, я попадаю в свою жару и в свои морозы. Потому что в прошлый раз я был летом, это было 35 градусов мороза, а сегодня я оказался рано утром в аэропорту, когда было практически 50 градусов мороза. Это, конечно, такая некоторая культурологическая вещь. И, конечно, меня цепляет Лена, широта Лены, красота Лены. Что эти просторы крутые. Меня цепляет, неожиданно зацепил Нижний Бестях, как некоторые такого плана, как Геленджик, где-то в Краснодаре, опять же, с какими-то своими фишками, изюминками. В прошлый раз я добирался сюда на корабле с уникальным капитаном, который нас так хорошо держал в строю, крепко, как капитан. И потом мы здесь взяли таксиста, который нас повез на станцию, а для нас это как на краю Айкумена мы оказались. И таксист такой заборный, интересный, который так красиво шутил про якутов, про русских, про медведей, что он так зацепил меня, что во второе прибытие я своих коллег попросил, если помните, лицо кота из мультфильма «Шрек». Так я на коллег посмотрел, говорю, свозите меня зимой в Бестях по Лене, чтобы я проехался. Мою просьбу удовлетворили, это было сегодня круто, когда мы на машине ехали по Лене, я представлял ту Лену, которую я видел летом, и того таксиста вспоминал. И я понимал, что такие неформальные вещи, которые располагают тебя, что тебе этот регион по душе просто. И когда мне было предложено
А мы не знали еще тогда, приехать сюда, мы не знали, что как состоятся встречи, не состоятся. Я просто поверил тому человеку, который меня пригласил. Да? Но я знал, что вот меня в этот регион тянет, и я знал, что те люди, с кем я здесь буду общаться, они сделают все для того, чтобы встреча была наша полезная. А потому что полезная она не для меня лично, да, все-таки это все самое главное, все должно отражаться на детях. На изменениях тех 7%, которые вот по России бродят. В каких бы регионах мы не были, все около этих, где-то 5% может быть, где-то 9%, но за 10 не зашкаливало нигде. Вот. А это серьезная проблема, это надо развивать, чтобы дети, вот когда ребеночек рождается, он же исследователь, он все ползает и хоть потрогать, ткнуть, вот недавно ученика привели, так он нам всю технику включил, а ему годик. Я потом время везде ходил, восстанавливал. Вот. Ходит, пробует что-то, а потом куда все это девается у ребенка? Почему все это проходит? Понятно, что есть какие-то объективные факторы, но я считаю, что больше всего будет субъективных. Это где, как в детском садике, как в школе уже начинают сажать. Что в школе говорит учитель, слушай, помолчи, вот делай, как я говорю. И нам важно вот эту тенденцию менять, нам важно за счет нашего взаимодействия, насчет развития дополнительного образования, как лично ориентированного образования, делать максимум возможно для того, чтобы ребенку в 2 годика, в 3, в 4, 5, в 10 он не терял интерес к исследовательской деятельности, свой врожденный рефлекс. Вот это, а мы его, по сути, мы это врожденное, мы умеем убивать. Вот нам надо всем вместе сделать так, чтобы это не убивать, а вот сохранять и развивать. И сделаем это в союзе между Москвой, Долгопрудным, теми организациями из десятков регионов страны, которые входят в нашу ассоциацию. Объединим Якутск и Нижний Бестях. Вот, для того, чтобы эту ситуацию выправить, и чтобы следующее наше большое событие мы могли сказать, а вот в Якутии, к примеру, 20% детей занимаются техническим творчеством. Ну вот вы сегодня видели детей из Нерюнгри на конференции Иннекиге Ахарды имени первого академика из народа Саха Владимира Петровича Ларионова. Вот каковы ваши впечатления вот от наших детей? Ну вообще, я хотел бы отметить, что это просто крутое мероприятие проведено. Я, может быть, я и не видел где-то, но вот для меня, вот, чтобы подводили итог вот этой исследовательской деятельности вот таким образом, это впервые. Учитывая еще масштабы Якутии, откуда дети ехали, когда нам сегодня один парнишка, ты откуда? Из Мирного? Нет, я не самого Мирного, еще местечко называет. А сколько еще до Мирного ехать? Он говорит, часов 6-8 на машине. И он добрался сюда. Или как прошлый наш визит, когда мы были в Малой академии наук, который является явно драйвером этого процесса в исследовательской деятельности. Я тогда уже, у меня глаза были от удивления такие, когда 2 парней приехали самостоятельно, без учителя. Они из Нерюнгри приехали. Сами на поезде, сами на кораблик сели, сами доехали до Малой академии наук. Это же круто. Это вот такие дети есть. И когда с этими детьми общаешься, это реально дети, которые с повышенной мотивацией. И важно, вернуться они к себе. Что там будет происходить в школе, да? Они здесь там вот так, в восторге возвращаются. А там-то могут этот восторг поумерить. Или, наоборот, поддержать, сохранить и развивать. Сегодня мне просто понравился масштаб события. Мне очень понравился уровень организации событий, как стендовые доклады были различные оформлены, как дети представляли это, явно они этим переживали. Но я надеюсь, что эти дети на заметке у организаторов, что каждый из них известен, что за каждого будет, когда мы говорим, что такое персонализированное или обучение, или лично ориентированный подход, он об этом, не потерять этих детей. Вот они должны быть на учете просто стоять. В хорошем смысле. На учете. Вот. Это такой сегодня мощный сюжет. Дальше, когда я спросил, как это может быть, я однажды в своей школе проводил такое масштабное мероприятие, мы сделали его тоже красиво, у нас концерт, дети сумасшедшие представляли работы, и я потом решил подсчитать, сколько детей участвовало в этом мероприятии, и сколько у меня учеников в школе.
Ну и участвовало у меня 10%, меньше 10% детей в этом мероприятии. То есть я бурю в стакане воды. Ну, она мне понравилась. Я в отчетах написал везде, что это прошло. Но реально это буря в стакане воды, потому что и большинство учителей были в стороне от этого мероприятия. Поэтому здесь важно, конечно, чтобы оно было масштабное. Насколько я слышал, что на первом этапе участвовало 56 тысяч детей. Понятно, что на разном уровне, скорее всего, да, но, по крайней мере, были вовлечены. Если это так, это здорово. Как это поддержать, сохранить и увеличить количество детей, я бы здесь даже, да, ну, наверное, рекомендовал бы, да, посмотреть, что происходит на уровне дошкольного образования. Потому что именно вот в дошколке вот это первый этап, когда мы убиваем исследовательский рефлекс детей. Вот. И здесь надо подумать, как дошколку вот здесь, да. Понятно, что они вряд ли поедут, ну, можно находить. Второй сюжет из тех работ, где я сегодня с кем встречался, что у некоторых проходил обрыв работ. Но я работу представил, и получилось это как бы сам для себя. А надо думать, а что дальше после моей работы? Как я изменю мир после этой работы? И сегодня это было у некоторых ребят. Вот, когда они масштабировали, некоторые ребята рассказывали, как масштабировать свои проекты. Некоторые вот как бы вот ограничивали это. Мне кажется, это вот точка роста, когда на следующий год делать вот это, да, ставить задачу как критерий. Масштабирование проекта возможно или невозможно? Ну и самое интересное, что мы сейчас в физтехе планируем, да, вот в нашем технопарке, самом современном технопарке, самом большом технопарке, мы накладываем еще идею технопредпринимательства. Что дети, которые будут проходить обучение у нас, они должны еще обучаться, как коммерциализировать свои проекты. И сегодня некоторые, одна группа или, ну, один проект назовем, да, они без нашего технопредпринимательства, они продали уже свой проект на 200 тысяч. Но это же должно быть тогда, это следующая задача, это пиарить надо. Да. Об этом надо говорить, и это как раз, может, с этими ребятами как раз надо и пообщаться. Вот мне было с ними сегодня интересно общаться. И они еще использовали некоторые такие выражения. Я уж не помню, как они сказали. Когда они решили продать свой проект, они какое-то умное слово применили. Мы поняли, что наступило что-то такое. И дальше проект развивать нельзя, его надо продавать. Либо вкладываться по-хорошему. А денег у нас для этого нет. Это круто. И вот эти изюминки повытаскивать с этого конкурса. Я не знаю, как эксперты будут подводить. Отметить ли они фишки. Может быть, там работа будет какая-то одна, она не пройдет ни финал, ничего, но там заложена фишка какая-то. Она отличается, это может быть тема, это может быть идея следующего года будет, да? Но вот такой конкурс, он должен такой скрупулезному анализу подвергнуться. Ну и еще, самое главное, мы однажды провели сессию в Сургуте, недельной сессии. И я потом начальнику управления образования написал прям письмо с итогами сессии и написал те фамилии, которые не потеряете. Вот этих детей не потеряйте. Я не уверен, что не потеряли. Потому что я не получил ответа на это письмо. Никакого, да. Но я свою роль выполнил. И поэтому здесь мне важно, очень важно вот этих детишек, прямо это должно быть, ну, как в базу какой-то внесены, и каждый год отмечать, да, где эти ребята, что, куда поступили. Ну вот мы сегодня это как раз об этом спрашивали, ребята выбирают вузы. И, кстати, хотим обратить, они выбирают все-таки всех, кого мы спрашивали, они все выбирали московские вузы. Они ни один не назвали якутский. Ни один, при мне. И это тогда проблема. Это чья проблема? Это проблема Якутии тогда. Что тогда в вузе происходит? Почему дети не выбирают свой доморощенный, ну, у меня в голове звучит, красиво звучит, Северный федеральный университет. А почему его не выбирают? Вот сегодня вот это еще, вот, то есть я когда ходил, я вот такие точки вот эти для себя вот вытаскиваю, где мы можем быть тоже полезным. Но опять же, мы можем об этом Северному федеральному университету сказать, но если ему самому это не интересно, ну я, к примеру, я гипотетически просто, да, но тогда это так и останется. Ну и хотел бы еще отметить, что вот, ну, Якутия, ну, достаточно тот регион, который пытается в этой жизни что-то изменить. И изменить не для бумаги, для галочки, наверное, и так делается что-то, да, но по моим ощущениям много что делается неформально.
Да, я еще раз возвращаюсь к ассоциации, да, для нас стратегия — это объединить власть, науку, бизнес, образование для развития научно-технологического образования в стране. И для этого мы, используя различные ресурсы, собираем за одним столом представителей власти, науки, бизнеса и образования. Потому что у нас объявлены там десятилетия науки и технологий. Это государственный проект. В Якутии приняты свои документы по развитию технологического образования. А недавно, по-моему, самый первый, насколько я понимаю, приняли распоряжение, я его еще не получил. Я сегодня просил, чтобы мне прислали по созданию единого образовательного пространства. То есть есть нормативная база. Но другой вопрос, мой опыт показывает, что нормативная база может быть, но мы ее хорошо можем проживать. Вот хотелось бы, чтобы этого не случилось, чтобы все-таки она служила основой для того, чтобы директор проникся этим, а часто директора проникнуты только одним – ЕГЭ и ОГЭ и сдачей отчетов. А все, что остальное – это дополнительное что-то, что мешает мне выполнить эти задачи. А пока технологическое образование, оно в рейтинге никуда не входит. И поэтому для директоров различных по всей стране это в большей степени просто дополнительная нагрузка, за которую он особо ничего, плюсики не поимеет никакие. И, скорее всего, на данном этапе это просто некоторые миссионеры, кому это нравится. Но вот это еще одна задача внутри региона — изменить ситуацию, может внутренний рейтинг, да, включать, чтобы школы, да, вот, вовлечены были в развитие технологического образования, в тот тренд, который задает страна. А у нас получается сейчас так: тренд на уровне государства, я имею в виду президент, правительство, этот тренд явно чувствуется, явно. На уровне губернаторов, да, он позиционируется, но уже не так. Но когда доходит до школ, ну, нередко сидят уже с такими лицами. Как что-то дополнительно мне кинули, зачем мне это надо, кто меня бы за это отметил, и дайте деньги еще на это. А дадут деньги, все равно ничего может не получиться, если нет интереса. Ну, всем до свидания. Ну, а мне пора из Нижнего Бестяха по льду возвращаться в Якутск. Завтра у нас продолжение больших образовательных мероприятий.